Сугробы, снежные заносы и заваленные дороги. Зима, которая не радовала обилием осадков в канун Нового года и до самого празднования Масленицы, кажется, решила наверстать упущенное в последние дни уже после своих официальных проводов. Февральские снегопады в Москве устанавливают вековые рекорды. Движение транспорта в Уфе сковывает десятибалльные пробки, Сибай тоже не остался в стороне. Так, в период с 25 по 26 февраля выпало 9,6 мм снежных осадков. Для того, чтобы навести порядок в городских дворах, к началу новой рабочей недели некоторым обслуживающим компаниям пришлось мобилизовать рабочие бригады в дни законных выходных. Так как природные факторы выпали на выходной день у нас получилось, нам пришлось создать выезд тракторов. Были организованы они в воскресенье, с 7 часов работало 4 техники по городу. Ишкилды Абубакиров, дворник обслуживающей компании РКЦ, ощущает все тяготы сезонных капризов погоды на себе. Его рабочий день начинается гораздо раньше остальных. Потому к моменту, когда большинство жителей двора собирается на работу, результат его труда уже становится виден глазу рядового обывателя. Прибавилось, снега навалило сейчас. Вот сегодня, вчера, сегодня. В 7 часов выйдем на работу до 11. С 11 до сейчас обед. Потом сейчас до 4 обед работает. В большинстве жителей данного двора по улице Интернациональная работу по уборке придомовой территории, согласно отзывам, поступающим в адрес прикрепленного к ним дворника, оценивают достаточно высоко. Ситуация распространенная и во многом показательная. Между тем, как комментируют специалисты, случаются недопонимания с отдельными абонентами компании. Так, жители дома по адресу Горняков 8/3 жалуются на неудовлетворительную уборку придомовой полосы и прилегающей парковки от снежных заносов, не уделяя достаточного внимания сути возникающего вопроса. Вот, допустим, к примеру, могу повернуться, показать. Автомобили, которые у нас стоят вдоль тротуара, они хоть трактору мешаются, хоть дворнику. Планируем, когда в обед также чистить автомобильные стоянки, парковочные, для этого есть задействованные места. Есть транспорт, который вообще годами с места не двигается, тоже мешается. Ну а все, что в наших силах, мы, конечно, делаем то, что есть. А на сегодняшний день где-то и задействованы автовышки, где нет возможности, опасную зону ограждаем, ставим ленту, ну а где вообще необходимость, мы автовышками работаем. Также козырьки, убедительная просьба к жильцам после обильного выпадания сейчас снегопада, начнется таяние сосулек. Это козырьки, которые сделаны собственниками, они их тоже должны очищать, выдаем предписание, хотя бы сбивать с верхних этажей, помогать нам. Что касается ситуации на городских дорогах, большинство водителей, прокладывающих свой маршрут по центральным улицам, большого неудобства не ощутили. Устранить снежные заносы по главным городским направлениям удалось достаточно оперативно. Между тем, согласно поступающим отзывам, на многие поселковые периферийные дороги грейдеры до сих пор не заезжали, хотя центральные улицы расчищены. Ситуация с выпадениями осадков продлится еще несколько дней, однако в менее интенсивном режиме. У нас осадки сейчас будут идти, мы посмотрели где-то до четверга, потом у нас завезли шлак, сейчас что мы будем делать после потепления, начнется обледенение тротуарных дорожек, будем посыпать шлаком. Осадки до четверга обещают. Мы работаем также в штатном режиме. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Радмир Атингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.